привет! Это Кинолания. Еще не знаете, какой фильм посмотреть на этой неделе? Сейчас обо всем подробно расскажем. И главная новинка этой недели – удивительные приключения доктора Дулиттла. Легендарная история об английском айболите наконец добралась и до российских кинотеатров. Этот фильм точно будет интересен детям и поклонникам Роберта Дауни-младшего. 7 лет назад эксцентричный ветеринар доктор Дулиттл потерял свою жену. Он закрылся от всего мира за высокими стенами своего поместья. Его единственные друзья – животные, чей язык он отлично понимает. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни королевы, доктору Дулиттлу придется покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие, чтобы найти лекарство для королевы. На пути к цели ему предстоит сразиться с опасными врагами, познакомиться с диковинными существами и проявить мужество и смекалку. Все фильмы о докторе Дулиттле основаны на книгах Хью Лофнера, которые он написал после Первой мировой войны. Всего в цикле 13 произведений, по которым в разные годы снимали мюзиклы, короткометражки, документалки и даже поставили несколько пьес. Пожалуй, главная фишка нового доктора Дулиттла – это исполнитель главной роли Роберт Дауни-младший. За последние 10 лет мы привыкли видеть его в роли Железного человека. Но теперь, когда битвы Тони Старка позади, пришло время примерить на себя новые образы. И вот миллиардер, плейбой и филантроп превращается в ветеринара. На самом деле Дауни-младший не единственная звезда в касте доктора Дулиттла. Здесь у нас Эмма Томпсон, Марион Котийяр, Октавия Спенсер, Ральф Файнс, Том Холланд, Джон Антонио Бандерас и еще многие-многие другие. Да, большинство из них не появятся в кадре, ведь они озвучивают животных, но все же каст крутой. Помимо фантастического актерского состава, у удивительных приключений доктора Дулиттла еще и отличная картинка. Все от невероятных пейзажей до самих животных выглядит на уверенную пятерку. Это яркое и красочное кино, которое точно создает отличное настроение. Кому точно нужно идти на нового доктора Дулиттла, так это детям и их родителям. Все потому, что это красивая, добрая сказка, которая заставит хохотать маленьких зрителей. А еще хорошо относиться к животным и быть верными друзьями. Ну а теперь к другим новинкам этой недели. Здесь у нас биографический фильм и приключенческая драма. Итак, в кино уже можно посмотреть экранизацию легендарной повести Джека Лондона «Зов предков». Это история дружелюбного пса Бека, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки. Став одной из собак в упряжке почтовой службы, Бек попадает в невероятные приключения и находит свое место в мире. Главную человеческую роль в фильме исполнил Харрисон Форд. А еще на больших экранах показывают биографическую драму «Калашников». В основе истории жизнь легендарного изобретателя АК-47 Михаила Калашникова. На долю конструктора-самоучки выпали нелегкие испытания. В 1941-м он был командиром танка, получил тяжелое ранение, а после так и не смог вернуться на войну. Пока он был в госпитале, делал первые чертежи оружия в блокноте. А к 29 годам он создал легендарный АК-47 – оружие, которое принесло ему мировую славу. Ну а теперь вспоминаем, что же выходило на большие экраны раньше. Там тоже есть много интересного.
Две главные новинки этой недели так или иначе связаны с животными, поэтому в Must-See у нас тоже лента о животных. Трогательный, эмоциональный и обязательный к просмотру «Белый плен». Действие фильма разворачивается на бескрайних просторах Антарктики. Научная экспедиция отправляется на поиски метеорита, однако неожиданное происшествие вынуждает их срочно эвакуироваться. На самолете есть место для людей, а вот собак приходится оставить. По плану их должны забрать через несколько дней, но погода не позволяет это сделать. И теперь 8 собак вынуждены 6 месяцев бороться за выживание в ледяной пустыне и ждать, пока их спасут. «Белый плен» — это киноверсия реальной истории, произошедшей в 1958 году, когда японские ученые отправились на Южный полюс. Из-за чрезвычайных погодных условий экспедицию пришлось прервать, и 15 сахалинских лаек остались одни в бескрайних льдах. В реальности вернуться за собаками удалось лишь через год. Из 15 лаек выжили лишь 2. Говорить об актерском составе этого фильма сложно. По сути, единственный актер-человек здесь — Пол Уокер. Это, пожалуй, одна из лучших его ролей. Но все же главные звезды ленты — это собаки, абсолютно разные, как внешне, так и по характеру. Именно они заставляют зрителей сопереживать. На самом деле в этом фильме все работает на создание атмосферы. Потрясающие кадры бескрайних снежных просторов, невероятная музыка, а еще хаски, в которых вы влюбляетесь практически сразу. «Белый плен» — это трогательный фильм о надежде, преданности и безграничной любви человека к собаке и собаки к человеку. Он абсолютно точно будет интересен зрителям любого возраста и заставит сопереживать даже самых черствых людей. В общем, его лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.